Всем ассаламу алейкум, всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала. Добро пожаловать в наш канал Мама Никруза и Амины. Всем рада приветствовать у себя на канале. Обязательно, кому не трудно, поддержите наш канал, подписывайтесь, ставьте свои лайки. Лайки ставить вам бесплатно, а зато мне очень-очень приятно. Ваши подписки и лайки – залог процветания моего канала, мои хорошие. Сегодня я решила поделиться рецептом домашней лапши. Для этого нам понадобятся такие фрикадельки длинненькие, сделанные из говяжьего домашнего фарша. Сама пропустила мясо, такую жирненькую, говядины через мясорубку, посолила, поперчила по вкусу. Еще мелко нарубила репчатого лучка. Нам больше так нравится, нежели чем пропустить через мясорубку. Если будем резать фарш репчатого лука мелко, то сочнее и вкуснее получается. Еще добавляем из приправ зиру, кориандр и черный перец еще молотый. Кориандр у меня целый, с помощью скалки чуть-чуть придавливаем и добавляем. Еще сюда я половину куриного яйца, чтобы они как бы держались в форму, добавила сюда. А половину из одного яйца добавила в тесто, половину сюда получается. Еще нам потребуется репчатый лук мелко нарезанный, пару штук морковок небольших. Тоже вот так вот тоненько, не кубиками, а вот такими тоненькими будем нарезать, мои хорошие. Для лапши нам надо замесить такое тесто, как для манты, для пельменей. Такое крутое немного, не мягкое, самое главное. Здесь у меня половина куриного яйца в нашем тесте, соль, щепотка, пару столовых ложек масло подсолнечное и чуть-чуть водички на глаз, где-нибудь примерно 80, наверное, миллилитров. И дальше просеянная мука высшего сорта добавила, пока тесто наше не отстает от рук и становится таким крутым. Сейчас отдохнет наше тесто и будем раскатать. Что ж, дорогие друзья, уважаемые зрители, пока наше тесто отдохнет, я тут решила заняться зажарочкой для нашего домашней лапши. Здесь я налила в казанчик небольшое количество растительного масла и включила газ. Теперь буду отправить наши фрикадельки, бисмиллахи рахмани рахим, и буду обжаривать с каждой стороны. Потом будем поднять, как я уже ранее говорила. Это все очень легко и вкусно из доступных продуктов приготовиться. Как говорится, домашняя еда самая-самая вкусная и правильная. Ну что ж, мои хорошие, я все мясо обжарила со всех сторон и подняла в тарелочку. А здесь я начинаю жарить морковку с репчатым луком и томатным пастом домашним. Сейчас уже 5-7 минут тоже обжариваю под крышечкой, периодически перемешивая лопаточкой. Затем наливаю водичку, достаточное количество. Что ж, дорогие друзья, вот я наливала водичку в наш казанчик. И все, теперь закрою крышечкой и будем ждать, когда закипит наш казанчик. Затем будем отправлять наше мясо, и где-нибудь в таком виде побулькает примерно часик. Ну что ж, дорогие друзья, вот так тоненько мы будем раскатать наш колобочек теста. Я уже раскатала. Тут не сильно тонко, как на манты и на ханум. Чуть можно потолще, где-то 1,5 миллиметра вот в толщину, нормальненько будет. Теперь вот таким вот образом будем крутить на нашу скалку, вот так вот
до половины. Серединочки будем пополам делить, нарезать. Дорогие друзья, вот такие вот длинненькие пластики получились. Сейчас еще делю пополам и буду резать на лапшички, мои хорошие. Дорогие друзья, вот здесь вот у меня получилось вот столько вот, один подносик домашней лапши. Не знаю, сколько отсюда нам уходит. Там у меня 4-литровый всего лишь маленький казанчик. Бульона, наверное, литров 3 или 2,5. Ну, на один раз на нашу семью. Заранее извиняюсь, там на фоне голос детей. Они шумят, как всегда, играют, радуются. Поэтому заранее извиняюсь за их голос, мои хорошие. И вот здесь вот в казанчике вот булькает бульончик. Вот уже мясо тоже отправила. Уже где-то минут 30 казанчик наш булькает. Сейчас попробовала на соль. Нормальненько все досолено. И теперь еще где-нибудь 20-30 минут побулькает. Затем уже я буду отправить нашу домашнюю лапшу в казан, мои хорошие.